В разгаре соревнования 14-й спартакиады по адаптивным видам спорта в АМГе. Расскажем подробности основных видов. Легкоатлеты выдержали испытания дождем и ветром. Несмотря на дождливую погоду, завершили соревнования по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на дистанции 400 метров. Спортсмены не просто пробежали дистанцию, а еще и показали отличные результаты. В толкании ядра заявлено рекордное количество участников. Присутствуют сильнейшие. Это лидеры российского международного рейтинга Виктория Петрова, четырехкратная чемпионка, рекордсменка России из Амгинского улуса, Аял Сивцев из Мегино-Кангаласского улуса, Василина Иванова из Нюрбинского района. Они участвовали в разных функциональных классах, а всего приняли участие 274 спортсмена из 24 районов. Дождливая погода это очень много решает, скорее в отрицательную сторону, чем в положительную, но легкой атлетикой не предусмотрены правила, где запрещается соревноваться в дождливую погоду. Легкоатлеты соревнуются и в снег, и в дождь, и в жару. На сегодняшний день у нас 3 рекордсмена России, но смогут ли они сегодня побить свои рекорды? Но, конечно, рекорд России мы здесь не сможем установить, но как личные рекорды они уже установят. Настольный теннис, широко распространенный на международном уровне, входит в число паралимпийских видов спорта. Сегодня на спартакиаде идут интересные поединки. Игры включают по 5 партий до 3 побед. Всего участвуют 80 спортсменов, 41 мужчин и 39 женщин. Их разделяют на категории, таким образом все поединки равны. Вчера был квалификационный этап, сегодня с определением мест финальный этап идет. Так, они подразделяются на 3 класса. 1-5 класс, 6-8 класс и 9-10 класс. Ну, соревнования очень идут упорные. Все спортсмены настроены на победу. Организация очень хорошая, предоставлены все условия для проведения, качественного проведения соревнований. Соревнования по пулевой стрельбе завершились сегодня в селе Чепчилган. Самые меткие и точные стрелки оспаривали золотые медали. В течение 2 дней сурдоспортсмены в зачетной серии выполнили по 40 выстрелов. Среди женщин первенствовала Олеся Слепцова из Среднеколымского улуса. Серебряную медаль получила Сабия Иванова из Сунтара. Бронзовой наградой отличилась Надежда Алексеева из Вилюйска. В мужском дивизионе чемпионство праздновал мегинец Алексей Стручков. Серебряная медаль досталась Василию Прокопьеву из Вилюйска. Фаворит игр, единственный мастер спорта Роман Бычев из Нерюнгри получил бронзу. Всего 57 спортсменов участвует на этой спартакиаде. Из них 2 спортсмена по полевой стрельбе из пистолета. Это 1 женщина и 1 мужчина. Вчера наша участница успешно выступила. Она заняла почетное 3-е место. Она кандидат в мастера спорта России. Сейчас собирается выступать тоже кандидат в мастера спорта России. И волнуемся, конечно. Но надеемся на него. Если он будет, если 5 сильнейших, то мы можем войти в сильнейших, 3 сильнейших в этом виде спорта. В многофункциональном спортзале 2-й день идут соревнования по шашкам. Принимает участие около 100 спортсменов. Из них с поражением опорно-двигательного аппарата 53 человека и 42 слабослышащих. Примечательно, что в этом виде соревнуются спортсмены разного возраста. Например, самому пожилому шашисту 93 года. Много опытных судей, мастеров спорта и гроссмейстеров. Соревнования включают 7 туров и завершатся в воскресенье. Как отмечают судьи, возникают сложности с сурдопереводом, так как волонтеров-переводчиков не хватает. Однако все спортсмены довольны организацией игр. Ой, мне очень понравилось, очень. Вот я и хочу пойти посмотреть там, в теннис, в волейбол. Может, поэтому я быстренько и проигрываю, чтобы посмотреть. Ну как, команда не полная, всего еще 1 только человек в шашке. У нас всего приехало 4 человека ему.